Здравствуйте, дорогие зрители канала Bashkortization. В этом видео я покажу, как создать аккаунт в Google и почему это очень важно. Также объясню, как пользоваться Google Drive и переводить субтитры на любой язык, в частности на башкирский. Это видео будет полезно участникам волонтерского проекта по переводу на башкирский язык видеоконтента и прочим людям. Давайте я покажу, как это делать. Мы заходим на gmail.com, и у нас вот такое окно появляется. Если у вас нету почты, вы можете создать. Пишем «Создать аккаунт». Нужно создать имя, фамилия, имя пользователя. Ну и ввести пароль, и по умолчанию нужен будет ваш номер телефона. Давайте вначале создадим текстовой документ, в котором запишем наш логин-пароль. Допустим, salam.bashkort@gmail.com. Это будет наша почта. Ну и пароль у нас будет password, допустим, Башкортар Алга. Раз, два, три. Восклицательный знак. Звездочка. Ну, вот так вот, да. Пусть будет так. И теперь мы можем скопировать. Вот так. Нажимаем правую мышку, копировать и потом вставить. Ну, либо Ctrl-C, Ctrl-V. Да? То есть, это я уж показывать не буду. Скопировали. Сюда ставим Салам Башкорт. Имя пусть будет Башкорт Башкортбаев. Башкорт, фамилия Башкортбаев. Пароль. Пароль вводим отсюда. Вообще я рекомендую пароли либо запоминать, либо писать на бумажке. На компьютере не хранить. В текстовых документах нигде вот так не писать. Это здесь я для вас показываю, но когда вы это делаете, если вы хотите обеспечить секретность, то ни в коем случае нигде ваши пароли и вот эти вот логины на компьютере не храните. Далее номер телефона. Здесь нужно ввести ваш номер телефона. Ну, все его знают, поэтому я его ввожу. Вам нужно будет ввести свой номер телефона. Если тут другая страна, выберите другую страну, соответственно, если вы в России, чтобы Россия была. И здесь, соответственно, выбрали номер телефона, пишите «Далее», нажимаете «Далее». Вот я жду смс-ку, которая должна прийти. смс-ка. Так, 289 455. Пришла смс-ка, и, собственно, я ее ввел, нажимаю «Подтвердить». Резервный адрес электронной почты. Вы можете создать резервный адрес электронной почты, указать день своего рождения. Но здесь это не обязательно, поэтому давайте пока это создавать не будем. Но в целях безопасности вы можете создать еще какой-то, указать резервный адрес. То есть, допустим, у вас на mail.ru есть адрес, вы можете его указать как в качестве резервного. Ну, я здесь укажу свой день рождения. 19 марта 1982 года рождения. Пол. Видите, тут 4 пола, но у меня мужской. Так, и далее, нажимаем «Далее». Здесь можно сделать «Пропустить», потому что нам это нет необходимости. Здесь принимаем условия, которые здесь указаны. Вы можете их, конечно, почитать, но это займет какое-то время, поэтому давайте не будем это делать. Ждем какое-то время, пока создается наш аккаунт. Хочу сразу сказать, что gmail.com это очень продвинутая система. И браузер Google Drive, Google Chrome, вернее, тоже очень продвинутый браузер. Он наиболее быстрый, огромное количество функций, YouTube сюда встроен. То есть вот вы можете посмотреть, что сюда входит. Сюда входит YouTube, сама почта, контакты, Google Drive, новости, Google Sheets, то есть Excel, вот это Word в интернете, прям вы можете его использовать. Это таблицы в интернете, вы можете делиться, показывать, редактировать совместно и так далее, презентация. То есть вот эти все вещи
для обучения тут есть, для рисования, разные карты, переводчики, фотографии, YouTube, да, то есть все это входит сюда, в пакет Google Drive. Извиняюсь, не Google Drive, а ваш Google аккаунт. Вот вы создали, и вот у вас почта. И вы можете писать почту кому угодно, да, вот, допустим, написать. Вот давайте напишем сами себе письмо для проверки, чтобы вы это видели. Вот салам башкурт. Кому? Салам башкурт. И тут напишем салям. Салям. Ну, тут салям. Отправить. Отправили. Вот оно. В письме мы получили салям. Да? И давайте ответим. То есть тоже хаума напишем. Хаума башкурт. Так, это у нас русский. Давайте на башкирский перейдем. Хаума башкурт. И пусть это у нас будет какой-нибудь красивый текст там более-менее. То есть тогда мы вот так можем отформатировать жирным, текст побольше размером, цвет, допустим, пусть будет вот такой, цвет фона пусть будет какой-нибудь вот такой. И вот у нас что получилось. Хаума башкурт. Отправляем. И опять же мы сами себе отправили и получили в ответ, видите, Башкурт Башкуртбаев написал и сам себе ответил. Хаума салям, хаума башкурт. Теперь давайте выйдем из почты и покажем, что она работает. Выйти. Вот, допустим, мы закрыли наш браузер, открываем его заново, чтобы у вас было понимание. Да? Вот это вот браузер называется Google Chrome. И вводим опять gmail.com. Вот сюда посмотрите, здесь мы меняем язык. То есть у меня тут два английских, башкирский и русский. Поэтому, как бы, в общем, gmail.com нажимаем и можем выбрать этот аккаунт, но как бы если у нас нету его, да, то мы можем заново его написать, допустим, salam.bashkurt. Наш пароль, вот он наш пароль, башкурттар алга, 1, 2, 3. Мы его, соответственно, вводим. Иногда он у вас будет требовать номера телефона, то есть смс с телефона. Вот если защитите свой аккаунт, вы можете изменить тут что-то, но в данном случае мы просто подтвердить пишем. Иногда он будет требовать, соответственно, от вас смс-ки с телефона, но в данном случае мало прошло времени, и по IP он понял, что вы тот же самый человек, поэтому он не требует. Но если пройдет несколько дней, если вы с другого компьютера попытаетесь зайти или что-то в этом роде, тогда он будет требовать от вас смс-ку с телефона. Теперь смотрите, то есть как работает почта, вы примерно поняли. Да? То есть вот у вас есть почта, вы друг другу там пишете письма, кому хотите, и все, в принципе, тут нормально работает. Вы письма, кстати, можете сохранить в PDF-ах. То есть вот так нажимаете, сохранить как PDF. Да, видите, сохраните, и это будет PDF-ный файл, который вы можете, видите, вся переписка здесь видна, и вы можете посылать, отправлять и так далее. Там календарь встроенный, там куча разных других моментов, вы можете ярлыки создавать, в общем, это все очень подробно и долго объяснять я вам сейчас не буду. Давайте обратимся для примера все-таки сделаем кое-что. Вот мы вот эту переписку создадим в виде PDF-файла и сохраним в Google Drive. Сохранить как PDF. Сохранить. На рабочий стол напишем HAT. HAT в PDF. Сохранили. Так, да, вот. И вот у нас есть HAT. То есть это файл в PDF. От Башкурт Башкуртбаева, и он написал салям, потом хаума башкурт, был ответ. Заходим в свойства, смотрим, видим, что это HAT, это в PDF, тут есть метаданные соответствующие, видите, и так далее. Теперь, допустим, этот файл мы хотим сохранить
и как-то передать. Не письмом, а другим способом. Есть Google диск, так называемый. Да? Вот нажимаем сюда на диск, и у нас есть 15 гигабайт пространства, хранилища, куда мы можем все, что угодно класть и делиться с кем угодно этой информацией. Например, мы хотим положить сюда вот тот файл, который называется HUD. Мы его так берем и вот так вот кладем. Да? Вот он лежит у нас. Теперь мы можем копировать ссылку общего доступа. Вот скопировали. И вот когда мы вот эту ссылочку сюда вставляем, у нас открывается соответствующее письмо HUD. Мы можем нажать вот сюда вот, скачать. И мы это письмо скачали. Вот оно скачано, и вот оно лежит здесь вот. Вот оно. Сами понимаете, что маленькие файлы такие смысла нет. Туда-сюда качать. Есть смысл использовать Google Drive, если вы мне хотите послать, допустим, аудиофайлы. То есть вы озвучили какой-то мультфильм либо фильм на башкирском языке и посылаете мне аудиофайлы. Тогда что вы можете сделать? Давайте вот вместо аудиофайлов что-то другое. Вот, допустим, вот у меня есть... Так, что у меня тут есть? Куча разных видео. Ну вот какой-то там Uncle Griot, да? Давайте вот сюда вытащим. Вот. Вот, допустим, какой-то из мультиков, который я хотел, чтобы в будущем он был переведен и озвучен на башкирском. Ну, например, я захотел, чтобы его озвучили. Там очень мало текста, поэтому сделать это достаточно легко. Ну, в качестве образца мы посмотрим этот файл. 61 мегабайт он занимает, то есть в обычном письме послать его проблематично. Поэтому мы можем просто взять его и вот так вот перетянуть, вот так вот, отпустить, и он скопируется. Либо второй способ. Нажимаем правую кнопку, загрузка файлов. Рабочий стол, потому что на рабочем столе выбираем его, ну и, соответственно, он начинает грузиться. Видите, вот видно, как он грузится. Когда вот это синее полностью прогрузится, тогда он будет полностью здесь загружен, этот файл. Грузится достаточно быстро, ну, значит, у меня скорость интернета достаточно приличная. Хотя для кого-то она может показаться маленькой. 61 мегабайт загрузилось, 5-минутный мультфильм в формате Full HD, по-моему. Соответственно, мы, опять же, нажимаем на нее, правая кнопка, потом нажимаем «Копировать ссылку общего доступа». Вот она, да? И, собственно, можем вот так вот нажать, вставить, и у нас будет этот файл. Сейчас это видео обрабатывается, поэтому несколько минут нужно ждать, пока будет в качестве видео, да, оно видно. Но, тем не менее, вот саму вот эту ссылку, которую вы видите, можно письмом кому-то послать. Вот давайте я покажу. Сам себе, опять же, ее пошлю. И эту ссылку можно открыть и скачать файл. Да, то есть, ну, как бы повторяться я даже не буду. То есть, можно также ее скачать. Вот сюда всегда вы так можете нажать «Скачать», и файл, даже если он еще не обработан, он будет скачан. Видите, процесс скачивания пошел. Соответственно, мы скачиваем тот файл, который только что загрузили. И человек может получить просто вот эту ссылку и скачать. То есть, допустим, аудиофайлы вы мне прислали, и они в письмо не помещаются. Вы в Google Drive их выкладываете, либо в архиве, либо без архивов. И потом копируете ссылку общего доступа и посылаете мне в письме ссылку общего доступа. То есть вот эту вот ссылочку. Кстати, файл уже скачался, вот он, да? И, соответственно, я могу его уже без проблем перевести на... Ну, то есть использовать аудиофайлы для озвучки. Вот для того, чтобы не быть голословным, давайте посмотрим, как все это работает на примере того же самого базы данных.
youtube.com заходим. Заходим здесь, находим здесь Bashkortization канал. Находим здесь плейлисты. Переводим на башкирский. Здесь у нас база данных. В описании к базе данных у нас есть, вот она база данных. Да, то есть мы в описание зашли, вот ссылочка, то есть Google Drive как раз. То есть вот как раз мой диск это и есть Google Drive. Вот иногда я произношу Google Drive, вы можете не понять. Google Drive это и есть вот этот диск, на котором можно хранить 15 гигабайт. Мы заняли всего лишь 61 мегабайт из 15 гигабайт. То есть у нас тут очень много пространства. И вот здесь у нас, ну вы знаете, здесь у нас есть база данных с мультфильмами, фильмами. На ссылочке, которые вот здесь есть, вы можете нажать там и увидеть эти фильмы, например, вот Бабич, например. Да. По-моему, тут с английскими субтитрами у меня. Да, тут с английскими субтитрами. Это встроенные субтитры, это не субтитры от YouTube, это немножко другое, это встроенные субтитры. И вот, например, то есть сама вот эта ссылочка, она лежит в Google Drive. Вы ее можете, опять же, вот так скачать, но редактировать вы здесь не можете, потому что, ну, естественно, не дам возможности для редактирования, иначе можно будет испортить всю эту базу данных. Я бы мог бы ее редактировать, если бы эта база данных лежала бы на этом аккаунте, вот на этой почте, да, salam.bashkort@gmail.com. Но она не лежит здесь, поэтому редактировать ее можно только с того аккаунта, на котором она лежит. А на каком аккаунте она лежит, я, естественно, вам не скажу. Или, естественно, она лежит не на том аккаунте, на котором лежат видеофайлы. Они лежат совершенно на разных аккаунтах. И, естественно, я не буду показывать тот аккаунт, на котором лежат видеофайлы. И теперь давайте посмотрим следующий момент. Смотрите. Да, и, кстати, вы можете иметь сколько угодно аккаунтов. Да, то есть, вот я вам показал, как я создал аккаунт для Башкорта Башкутбаева, salam.bashkort.com. Вы можете там создать аккаунты Башкорт Башкутбаев 2, Башкорт Башкутбаев 3, 4, 5 и так далее. И вы не сможете сюда зайти, в этот аккаунт. То есть вот даже если вы знаете мой логин-пароль, но у вас не мой IP, то есть вы не подключились через мой компьютер, да, то вы не сможете сюда зайти, если вы не хакер, конечно. Потому что вас будет требовать шестизначный пароль, который придет именно на мой номер телефона. Вот, да, чтобы вы понимали. И вообще эту почту я использовать не собираюсь. То есть я поменяю пароль и использовать ее особо не собираюсь. Теперь давайте посмотрим на следующие моменты, связанные с субтитрами. Значит, что нужно сказать в связи с субтитрами? Да, вот про это я расскажу отдельно в отдельном видео, про то, как работает этот файл, как выбирать для перевода соответствующий видеоконтент, где нужен волонтер, где не нужен и так далее. И давайте вот, прежде чем это сделать, я покажу, как создать Excel файл, вот наподобие этого, чтобы было понимание. Да? Вот у нас есть Google Drive, вот здесь можете прям создать Google таблицы. Видите? Google таблицы, создали, новая таблица. Можете назвать как-нибудь там проверочная таблица. Тикшерел, давайте. Тикшерел. Таблица Х. Таблица Х. Там. Или какой-нибудь Гаиля бюджете там. Еще давайте напишем. Гаиля бюджете. Там. Какие-нибудь циферки тут напишем. Так. И просуммируем их.
Да, то есть, видите, работает все как обычно, графики работают, там переименовать можно, там. Давайте башкирскими буквами, чтобы что-нибудь было. Там слово башкурт, башкуртса. То есть, видите, башкирские буквы везде работают без проблем, да, абсолютно. Новый там листочек можно создать, еще что-то там написать, допустим, татарса. Кстати, есть очень хорошая функция, про которую я рассказывал. Допустим, давайте худлек напишем в другом видео, но вы, наверное, не в курсе, поэтому я сейчас вам его покажу. Худлек. Мы можем переводить, допустим, с английского на русский и на какие-то другие языки. Башкирского пока там нету в списке. English, допустим, урыс, русский. Там, допустим, французский. Франце. И так далее. То есть, допустим, какое-нибудь слово «привет», hello. Пишем. Здесь Google Translate. Видите, подсказка сразу идет. Язык оригинала, язык перевода. То есть English, русский. English, точка, запятая. Значит, надо написать English, точка, запятая, русский. Здравствуйте. Ну, видите, перевел как здравствуйте, хотя не совсем правильно. Давайте вместо hello какой-нибудь вот так вот вначале вниз протянем. И вместо hello пусть будет goodbye. Goodbye. Cat. Dog. My dear son. Мой дорогой сын. И допустим, Bashkorts, I love you. Нет, давайте такое что-нибудь. Это как-то не так, наверное. Что-нибудь не Bashkorts, I love you, там, я не знаю. Bashkortostan is the capital. Вот давайте так. Уфа is the capital of Bashkortostan. Вот так вот. То есть, видите, он вполне нормально перевел все это на русский язык. Вот эти все. Там hello, здравствуйте, правда, неправильно. Goodbye, прощай. Тоже неправильно, должно быть до свидания. Cat – это кот, кошка. Собака и так далее. My dear son. Французский язык, да? Здесь то же самое. Вот так берем. Вставляем. Но вместо ру здесь делаем фаре. И вот он бонжур. Перевел как бонжур. Вообще должно быть салю. Потому что hello это салю. Бонжур это здравствуйте. Это good morning, good afternoon и так далее. Au revoir это до свидания, это правильно. Le chat это кошка. Chien это собака. Mon cher fils, мой дорогой сын. Уфа est la capitale du Башкортостан. Да, тут правильно. Ну, в общем-то, вы поняли, как примерно работает худлек. Но тут, если вы башкортали поставите, добавите, то это работать не будет, потому что башкирский язык еще не оцифрован. И, соответственно, нет такого, чтобы он автоматически все это переводило, к сожалению. То есть функция Google Translate не работает. Это очень полезная, интересная функция. Прошу знать. В принципе, будущее за этим. То есть вообще компания Alphabet владеет компанией, в том числе Google, и прочими компаниями, и YouTube в том числе входит в Google. Это вот нужно знать, и это очень такая продвинутая, серьезная компания, она более серьезная, чем все другие браузеры. Она реально хорошо работает. Но это очень реально круто, там много чего есть. И это на самом деле вопрос времени, когда они придут на башкирский. Но для этого языковые активисты должны как-то проявлять активность. Вот. Потому что если
в Гугле это будет перевод на башкирский, то в принципе фильмы, которые есть на YouTube на английском, можно будет смотреть на башкирском с субтитрами автоматически, если вот такие вот переводы будут автоматически идти. Да, это огромное пространство для того, то есть Google сделает больше для башкирского языка и башкирской нации, чем, извиняюсь, Курултай. Да, и нужно понимать, что интернет вообще и Билл Гейтс в тот момент, когда они включили башкирский язык в Windows, вот сюда, когда они включили, да, они для башкирского языка и для башкирской нации сделали гораздо больше, чем государственные структуры, Курултай и так далее, и так далее. То есть просто одним фактом, что они включили сюда вот эти три буквы B, A, K. Вот в этот момент они для башкирского языка сделали гораздо больше, чем куча других. Потому что если вы в настройках языках посмотрите, то вы увидите, что количество языков там не такое уж большое. То есть тут есть возможность выбрать язык, и их количество не такое уж большое. То есть у нас сейчас более 200 государств на планете Земля. Порядка там 10 тысяч этносов, народностей и так далее. Но количество языков, которые здесь есть, я сейчас не могу вам сказать, но оно там не 10 тысяч, тут даже 1000 языков нет. И башкирский язык тут присутствует. Это большая честь, и этой чести нужно соответствовать. И это нужно использовать. Я на текущий момент не вижу, чтобы люди умели правильно это использовать. Поэтому я призываю людей, языковых активистов, патриотов башкирской нации к тому, чтобы правильно все это использовать и понимать, как это применять. Это такое небольшое лирическое отступление. Давайте продолжим с тем, как переводить субтитры. Смотрите. Вот, например, у меня есть другой аккаунт. Там у меня лежат всякие видео, в том числе. Вот они лежат, да. То есть это на почте, вот у меня тут есть. Лежат видео. Это, естественно, не канал Bashkirtization, опять же. Да. И вот, допустим, какой-то из них, вот письмо алхимика, я хочу... Вот смотрите. My father told me the story of an alchemist. Вот здесь вот к нему есть субтитры, допустим, на русском языке. Видите, да? Who built a device so powerful it could turn any metal into pure gold. То есть к нему есть субтитры какие-то. И я сейчас покажу, как к этому видео сделать субтитры на башкирском языке. Для начала проверим. Вот ссылочка на Баш-видео, например, да. Это не действующий канал, это так, на всякий случай, я видео туда заливаю, чтобы с определенными целями. В том числе демонстрационными. Да, вот сейчас я демонстрирую. Соответственно, вот это вот мы копируем, эту ссылочку, ставим сюда, вот сюда, допустим. Ставить перейти. И мы попали на наше видео. Мы всегда можем нажать на шестеренку и выбрать субтитры. Вот сейчас они выключены. Вот смотрите. Выключены, и сейчас будет звук на английском, а субтитров не будет. My father told me the story of an alchemist. Да? Теперь нажимаем сюда и выбираем русский язык. Видите? Сейчас будут русские субтитры. Who built a device so powerful it could turn any metal into pure gold. But to power his device, he fed it his own memory. И так далее. То есть у нас идет мультфильм. Что можно сделать? Да, вот давайте посмотрим. Вот у нас есть самое начало, пойдем, потому что тут там точно есть текст, поэтому... Вот, да. То есть мы можем прийти сюда, нажать на субтитры и выбрать «Перевести». И тут список языков. Да? Видите, баскский есть, башкирского нет, а после баскского белорусский идет.
То есть вы можете выбрать, например, какой-нибудь язык. Татарского тут тоже нету. Татарский нету, да? Нету. Турецкий вот есть, допустим. Украинский. Хинди. Вот, допустим, французский давайте выберем. Выберем французский. Выбрали, да? И вот идет перевод. Mon père m'a raconté l'histoire d'un alchimiste. Told me the story of an alchemist who built a device so powerful it could turn any metal into. То есть capable de transformer l'importé que métal en or. То есть, в принципе, вы видите, что YouTube распознал речь английскую и перевел ее на французский язык. И, в принципе, перевел достаточно правильно. Если здесь будет башкирский, то это будет просто прекрасно. Да? Понимаете, да? То есть вы сможете миллионы разных видео на английском языке, фильмы, мультфильмы там, и так далее смотреть с башкирскими субтитрами и понимать, что там. Причем вот эти вот субтитры, которые у меня стоят, русские, это субтитры, которые я поставил. Вот это вот вы видите перевод с русского на французский. То есть это сам YouTube переводит, сам Google переводит. Да? Английский создан автоматически, потому что текст этого видео на английском. Понятное дело, что если я выложу видео на башкирском, то не будет субтитров на башкирском, потому что YouTube их не распознает. Да? Башкирский язык еще не настолько оцифрован, чтобы все это было на YouTube, в Google и так далее. И нужно понимать, что основной мировой язык на текущий момент и в ближайшем будущем это английский язык. Английский язык это язык культуры, техники, IT, науки, экономики, международный язык общения и прочее. И поэтому вот именно на английский язык, то есть как бы если выбирать какой язык после словарей русско-башкирских нужно делать, это именно английский. То есть англо-башкирские, башкиро-русские словари, электронные переводчики, распознаватели речи, и чтобы вот эти функции были на YouTube и так далее. То есть англо-башкирский, башкирско-английский. И как бы, да, то есть вот, это мое мнение, я как бы его высказываю, да. Теперь, после русского, да, то есть как с русским вопрос будет решен, тут англо-башкирские и башкиро-английские. Соответственно, далее. Потому что это решит сразу кучу проблем с тем, что люди не понимают. То есть основное, что вы видите в интернете, это все на английском. И это не китайский язык. Вот если вы думаете, что больше всего людей, которые говорят на ханьском языке, ханьской национальности, да, в мире, вы ошибаетесь. То есть международный язык это английский язык. И в Гонконге говорят на английском, в Сингапуре те же самые представители ханьского этноса и так далее. Теперь, что касается субтитров, продолжаю. Вот вы перевели, тут нету пока башкирского, да, надеюсь, в будущем башкирский появится. Тут нету функции, вот смотрите, во-первых, вы можете выбрать цвет фона, да, то есть там высоту букв и так далее, и так далее. Вы можете выбрать скорость. Вот качество видео, да, вот можете там хорошего качества, плохого выбрать. Можете выбрать скорость. Обычная, допустим, 1,5 ставим. И он сейчас быстро будет идти. И давайте русские субтитры поставим. Свои вот эти, которые изначально были. Вот. My father told me the story of an alchemist who built a device so powerful it could turn any metal into pure. Да? Быстро рассказывает. А теперь давайте поставим скорость медленно. Не 1,5, а 0,5. Сейчас будет медленно рассказывать. My father told me the story of an alchemist who... Вы поняли, да, как все это работает? То есть много разных функций, можно их по-всякому менять и так далее. Но вот обратите внимание,
что у нас, когда вы нажимаете на субтитры, нет возможности добавить субтитры. Почему? Потому что вот здесь вот это вот мое видео, да, вот оно в списке, вот письмо алхимика. Вот здесь у меня стоит галочка, что другим пользователям запрещено добавлять субтитры. Видите слово «запрещено». Да? Вот сейчас я нажму «Разрешить». Я нажал «Разрешить». Это означает, что теперь другие пользователи могут сюда добавить субтитры. Вот смотрите, когда нажимаем сюда, тут нету добавить субтитры. В такой функции нету. Субтитры, параметры нету, да? А теперь мы обновим. Вот сюда нажмем, обновим. То же самое видео, та же самая ссылка, вот она. И теперь мы нажимаем сюда, нажимаем на субтитры, и появилась функция «Добавить субтитры». Видите? Потому что я вот здесь вот нажал «Разрешить». Вот теперь можно запретить. То есть тут уже, видите, разрешено. То есть другим пользователям разрешено добавлять субтитры. И теперь я хочу добавить башкирские субтитры. Смотрите, что я делаю. Субтитры, добавить субтитры. Но для того, чтобы добавить субтитры, да, вот я нажал «Добавить субтитры». Выберите язык. Я выбираю, допустим, для субтитров башкирский язык. Башкирский. Так, вот это я уже до этого добавлял, поэтому ниже, давайте вот ниже сюда пойдем. Для того, чтобы питать это устройство, нужно было пожертвовать своими воспоминаниями. Было устройство питать песен уденден хетерелер, по-моему, уденден хетерелер лер бирерге керекине. Ну, естественно, я плохой переводчик на башкирский. И вот смотрите, да, я даже более сложный вариант. Можно каждую фразу, как в русском, переводить, а можно вот объединить эти субтитры. Да? Вот это вот мы удаляем. Вот так вот. Вот это, то есть вот это мы удалим. Сейчас, смотрите. Опа. А вот это мы вот так вот увеличиваем. But to power his device, he fed it his own memories. Да? Давайте еще одну фразу переведем на башкирский, потому что видео так длинное. Нужно показать. У него была семья, но в погоне за богатством он отказался от нее. Да? Вот как будет на башкирском? Унун гайляхе болған әммәләкин ну и там троеточие давайте поставим. Вот. И, соответственно, мы вот таким образом можем все субтитры перевести, как нужно объединить на другом языке и так далее, да. И после этого мы нажимаем «Отправить». Нажали «Отправить». Тут можно выбрать, готовы ли субтитры к публикации. Нет, пусть над ними еще кто-нибудь поработает, тогда они не будут отправлены. Ну, либо выбрать «Да». Допустим, вы правильно субтитры все перевели, считаете, что это готовая работа, тогда «Да». Если вы несколько дней переводите субтитры, то есть какой-то длинный фильм, больше часа идет, вы, допустим, в первый день там 10 минут поработали, второй, третий, четвертый, тогда вам не нужно «Да» нажимать. Нажимаете «Нет» в первый день, второй день «Нет», третий «Нет». Через 5 дней вы все перевели, только через 5 дней вы нажимаете «Да». Вот, вы понимаете, да? То есть, если нет, они просто сохраняются, и вы дальше сможете с ними работать, когда в следующий раз зайдете. Если да, то они уже отправляются. Да. Отправить. Субтитры отправлены. Видите, субтитры отправлены. Можно их просмотреть. Вот мы их просмотрели. Теперь, раз они были отправлены, я захожу вот себе сюда, на свой аккаунт. И захожу в список видео, например. И нужно мне увидеть, где они вообще есть. Давайте нажмем на письмо алхимика.
субтитры. Значит, это не здесь. Локализация субтитров. Давайте нажмем. Локализация субтитры. Вот. Видите? Кто-то мне прислал 45 секунд назад субтитры. Просмотреть. Я смотрю эти субтитры. Вот они. То есть я с другого аккаунта смотрю те субтитры, которые вы мне прислали. То есть, вот поймите, Башкорт Башкуртбаев, да, взял, послал, сделал вот эти вот субтитры, то есть это вы, для фильма, который лежит у меня на аккаунте. А у меня этот аккаунт Шамангильдин 2, эту почту вы все знаете. Шамангильдин 2, @gmail.com. Это такая пробная, ну, как бы пробный аккаунт, пробная почта. Она с каналом Bashkirtization никакого отношения не имеет. И вот там есть видео, в том числе вот это вот. И вы для этого видео сделали субтитры, и мне прислали. И вот я их получил. Ну, вот первые 3 фразы было уже переведено, вот 4-я фраза и 5-я. Там было устройство питатюсен. Ну, тут, видите, надо букву поставить. Уденден хетрелер берега корякины. И так далее. Ну, допустим, мне это понравилось. Я тогда нажимаю «Опубликовать». Все, субтитры опубликованы. Теперь вы можете даже выйти из этого аккаунта. Давайте выйдем и проверим вообще, как все это работает. Давайте все закроем. То есть вы вышли из аккаунта. Возьмем просто ссылочку. Сюда ставим. Увидим вот это вот то, что есть, да, наше видео про химика. Выберем субтитры. Видите, у нас появился башкирский язык здесь. И мы можем смотреть с башкирскими субтитрами. My father told me the story of an alchemist who built a device so powerful it could turn any metal into pure gold. But to power his device... Вот то, что мы писали. Был устройствовано питатюсен уденден хетерилер берега корякины. Ну, короче говоря, то, что мы писали. Естественно, неправильно. He fed it his own memories. He had a family. И так далее. То есть, да, вот. То есть у нас есть башкирские субтитры, и как один из вариантов, волонтеры, вы можете вот таким образом делать субтитры, посылать. Другой вариант, я вам отправляю файлы с расширением СРТ, вы прямо в этих файлах переводите на башкирский, то есть там на русском написано, вы там добавляете башкирский язык, и я эти файлы загружаю. Это второй вариант. То есть, вот, допустим, еще раз, Башкортбаев у нас почта, вводите туда, ну, то есть вы создали какую-то почту, ввели туда, соответственно, пароль свой, вошли в нее, используйте как нормальную почту. Она более защищена, чем Mail.ru. Соответственно, куча разных функций, в том числе функции YouTube. Вы можете создать канал на YouTube свой. Соответственно, если у вас есть аккаунт на Google, у вас есть Google Drive диск, на котором куча всего, и вы можете обмениваться файлами. Да? Вот вы берете, так, и посылаете. Да, вот эти файлы, видите? Новая таблица, то, что я создал, хат. Вот этот вот. Кстати, вот этот мультик уже можно смотреть непосредственно в Google Drive, он уже обработался. Да, его уже можно смотреть, выбирать качество и так далее. Ну, естественно, тут субтитры, по-моему, добавлять нельзя. То есть это можно на YouTube добавить. А когда он в Google Drive, это уж, извините, по-моему, нет. То есть Google Drive, он нужен именно для скачивания. Вот когда вот сюда нажимаете «Скачать», файл у вас скачивается. В общем, все работает примерно вот таким вот образом. Все достаточно просто.
цель этого видео была рассказать, как создать почту, как добавить субтитры и как использовать Google Drive. В принципе, все три вещи я вам показал. Я уже сейчас говорю почти 47 минут. Давайте еще там минуты 2-3 что-то расскажу. И я думаю, этого будет достаточно для понимания. То есть, создайте почту на gmail.com. Для этого вам нужно зайти gmail.com. Так, извиняюсь. gmail.com. И создать ее. И тогда у вас будет куча разных функций. Да, вот извиняюсь, что я повторяю. Вот, сменить аккаунт, удалить аккаунт и так далее. То есть у вас может быть много аккаунтов, тогда вы нажимаете «Сменить аккаунт». Если вы хотите удалить его, удаляете вот таким образом. Создать аккаунт нажимаете «Создать». Для себя выбираете имя, фамилию пишите. Можете вымышленные, можете свои, имя пользователя, пароль и прочее, прочее, прочее. Привязывайте все это к своему телефону и используйте как почту, как Google Drive. То есть вот здесь у вас есть Google Drive, диск Google Drive. Куча разных функций, которые сейчас я рассказывать не буду, это будет слишком долго. И у вас появляется возможность переводить субтитры. Если эта функция включена, то и вы переводите субтитры и их посылаете, если через YouTube хотите делать. То есть это очень полезная почта, gmail.com и Google. Это очень хороший браузер. Вопрос может возникнуть, можно ли все это делать не с браузера Google, а вот, допустим, с Opera или Internet Explorer, это Opera и куча других браузеров. Можно, то есть, но я вам все-таки советую Google скачать. То есть вы идете на своем браузере google.com, это вот поисковик, ну и вы, допустим, хотите скачать, просто скачать браузер Google. Вот он, Google. Скачать Google, скачать Chrome, да, вот. И вы нажимаете и скачиваете. Скачиваете на свой компьютер, устанавливаете, и потом с его помощью можно кучу всего делать. И тут есть функция скачивать субтитры. У меня, например, проверка перевода то есть проверка правописания на английском, там куча разных других функций, которые сейчас я рассказывать не буду, и так далее, и так далее. Вот, то есть я вам советую скачать Chrome и работать с ним, потому что это очень быстрый, удобный браузер.